Хорошая локация, прекрасный вид на горы, чистый воздух. Именно в таком красивом месте строится ипотечный жилой комплекс Ынтымақ-Қонушы. Данный комплекс в будущем станет одним из крупнейших в столице и будет состоять из 51 блока. Это 8100 квартир. На данном этапе одновременно возводятся 11 зданий. Это первые квартиры будут сданы уже через 2 года. Многофункциональный жилой комплекс Ынтымақ-Қонушы занимает 18 гектаров в южной части столицы. Он расположен рядом с парком дружбы Кыргызстана и Азербайджана. Здесь возведут 18 и 24-этажные дома, школы и детсады. Качество гарантируют специалисты. Насчет качества у нас строгое, потому что у нас не только технадзор, который буду проверять качество применяемых материалов, соответствие проекту и правильность использования материалов, правильность выполнения строительных работ. Вот это все не только на моей ответственности. Кроме меня еще проверяют техинспектора, инспектора, которые строятся объектов. Приобрести такие ипотечные квартиры могут граждане по линии госипотечной компании. Для тех, кто будет получать квартиру в порядке очереди, первоначальный взнос не потребуется. Нужно будет лишь дождаться своей очереди. В целом сейчас в Кыргызстане каждый гражданин может приобрести квартиру, независимо от того, госслужащий он или трудовой мигрант. Для этого нужно оплатить половину суммы жилья, став долевым участником строительства. Эта программа не касается стоящих в очереди, это отдельная программа. Например, на пустом участке начинается строительство жилья с нуля. Эти квартиры получают те, кто оплачивает 50% стоимости заранее. Внесенные деньги снова направляются на строительство этих же квартир. Их стоимость зависит от расположения, как я уже говорил. Но в любом случае цена будет ниже, чем у частных строительных компаний. Например, в престижных районах Бишкека частные застройщики сегодня продают квадратный метр без ремонта, не под ключ, за $2000. А ГИК предоставляет такие же квартиры тем, кто оплатил половину стоимости за $1400 под ключ. Для социально нуждающихся, стоящих в очереди, цена будет еще ниже, поэтому политика ГИК – это социальная политика, направленная на обеспечение простых граждан жильем. Благодаря строящимся ипотечным домам государству удастся решить эту годами нерешенную социальную проблему. Руководство страны поставило цель к 2028 году обеспечить жильем всех нуждающихся по всей стране. Для этого уже на сегодня по стране строится почти 62 тысячи ипотечных квартир. Мамлекеттик ипотекалык компания башында ачылганда биз өнөктөш банктар аркылуу иштеши элек. До конца этого года будут сданы в эксплуатацию почти 5000 квартир. Из них 3000 будут сданы в Джалалабаде. Напомню, что когда ГИК только открывалась, мы работали через банки. Соответственно, решение о финансировании оставалось за банками. Начиная с 2022 года политика кардинально изменилась по решению руководства страны. С конца 2022 года ГИК сама начала строить доступное жилье. И первые квартиры мы сдали в эксплуатацию в декабре 2024 года. Система управления ГИК полностью цифровизована. Все граждане, которые стоят в очереди на ипотеку, могут онлайн отслеживать свою позицию. Никто не может обойти других участников очереди и встать вперед. Человек, когда заявку подает, его время подачи заявки, одобрение, когда он встал в очередь, это все фиксируется у нас. Прям поминутно, посекундно. Здесь прям с очередями двигать, передвигать кого-то вперед это невозможно, так как у нас на портале все автоматически все фиксируется. По 3 продуктам 3 разные очереди. И кого-то из социальной на льготную мы не можем, с льготной на социальной передвинуть мы не можем. Все по факту. Какой продукт человек изначально выбрал, тем уже его очередность идет. Например, если он по льготной выбрал, все, у него по льготной очередность идет. Если по социальной,
Что касается стоимости жилья, то в регионах она будет на $50 дороже, $700 за квадратный метр. Это из-за транспортировки стройматериалов, которые везут из Бишкека. Но все же для рынка столицы цена в $650. Сравнительно для современной квартиры, да еще и с ремонтом, даже очень низкая стоимость. По словам специалистов, средний прайс квартир в городе под ПСО без ремонта составляет от 1000 до $1500 за квадратный метр, а с ремонтом уже превышает $2000. Рынокка салганда $250-300 арзан. В последние годы стоимость земельных участков и стройматериалов выросла на 30-40%. И, естественно, цена квартир тоже повысилась. Сейчас $1500 за квадратный метр уже стандартная сумма. С котлована продают от $1200. Готовые без ремонта от $1500 до $2000. Самые дорогие районы – это Самбай, микрорайоны, южная часть столицы. Таким образом, можно сказать, что ипотечные дома – это социальная политика, направленная на обеспечение простых граждан жильем. Совсем скоро, как сообщил глава государства Садыр Джапаров, скоро квартиры получат тысячи людей. Раньше, чтобы получить ипотечное жилье, обязательным нужно было оплатить 30% стоимости квартиры, а срок ипотечного кредитования было коротким – всего 10 лет. Ну а сейчас, после изменения подобной политики, граждане без первоначального взноса получают дома. Ипотека оформляется на 25 лет под 4% годовых. Ахмер Нурдинова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.